Более 50 жителей Сосногорска, проживающие в 100-м доме по улице Лермонтова, остались без электричества. Авария произошла 23 июня. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. У нас произошла коммунальная авария на системе электроснабжения многоквартирного дома, а также двух коммерческих объектов. Скорее всего, повреждение силового кабеля, идущего к трансформаторной подстанции. Это порядка 500 метров, идет с землей. Сегодня у нас приехала лаборатория, которая сначала проведет испытание кабеля. И уже по результатам этих испытаний будет понятно обрыв, который нужно будет устранять, либо иная причина. В настоящее время электроэнергией дом обеспечивает дизель-генератор. Питание подается по графику, утром и вечером. Впрочем, местных жителей такой режим не устраивает. Главная проблема – приготовить в таких условиях пищу. Ведь к системе газоснабжения дом не подключен, говорят жильцы. Очень тяжело, времени не хватает именно в первую очередь для холодильника, потому что морозилка держит, а все, что наготавливали кушать, все вылилось, все скисло. Так, уже про телевизор молчим, даже и не включаем, потому что в первом подъезде сгорел телевизор, холодильник сгорел, люди уже на ремонт будут тратиться. Ну и по времени, потому что мы же не с 8 утра, не в 8 утра на работу идем, а в 6-7 мужья уходят на работу. И надо и кушать погреть, а нету возможности. Постоянно вот эта вот катавасия с электроэнергией, мы постоянно боремся. То почти месяц не было, неделями, так вот, постоянно у нас. Пригоняют, говорят по графику, вот график висит, с 8 часов. Дали сегодня 20 минут 10-го, на 3 часа дают. Это с 8 до 11 и с 4 до 7. И все. А остальное как хотите. У меня лично холодильник полетел. Я пенсионерка. 40 тысяч где я возьму? Даже хотя бы на ремонт это. Как отмечают в управлении жилищно-коммунального хозяйства, основная текущая задача – проверить линию электроснабжения и выяснить, произошел ли обрыв кабеля, либо подача энергии остановилась по другой причине. Исходя из этого, будут запланированы восстановительные работы. Данная проблема у нас на особом контроле главы муниципального района Сосногор Сергея Васильевича Дегтяренко, который дал поручение управлению ЖКХ в кратчайшие сроки найти подрядчика по проведению испытаний, найти лабораторию и, конечно же, выполнить работы по устранению этой ситуации в кратчайшие сроки. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Руководители образовательных организаций провели итоговое совещание. Учебный год сосногорские школы завершили, с чем и поздравил педагогический состав глава района Сергей Дегтяренко. Спасибо вам большое за еще один год большого созидательного труда, который, надо отметить, что и в нынешних наших непростых условиях ознаменовался для нашего района и золотыми, и серебряными медалями. И пусть все то семена доброго и вечного и разумного, которое было в нашем выпуске 2021 года, дадут благодарные, красивые и сильные всходы. Я вас от всей души поздравляю. Желаю вам дальнейших успехов в вашей нелегкой, такой ответственной, такой нужной работе. Памятными медалями за личный вклад в развитие Сосногорского района были награждены начальник управления образования Ольга Мирошникова и директор Сосногорской школы номер 3 Тамара Ручкина. Я хочу от имени социальной сферы поблагодарить Ольгу Кирилловну за то, что образование у нас всегда впереди, образование всегда готово прийти на помощь в любую минуту, и мы можем на вас положиться. Ольге Мирошниковой был вручен символ нашего города. Ведь совсем скоро Ольга Кирилловна передаст эстафету руководителя своей коллеге и выйдет на заслуженный отдых. Руководители образовательных учреждений напутствовали своего начальника добрыми, теплыми словами. Наверное, самое трудное и самое сложное – быть руководителем руководителей. Нас, бестолковых, которых надо толкать, которых надо все время шпынять.
вот, которых надо хвалить, подбадривать, и у вас это получалось. Пусть новая ваша стезя руководителя продолжается, потому что руководителем внуков это быть очень почетно, очень хлопотно и, самое главное, очень приятно. Свой трудовой путь Ольга Мирошникова начинала педагогом, продолжила директором школы и окончила начальником управления образования. За годы работы заслужила уважение и признание от самых разных людей, от учеников до руководителей администрации. Покидая пост, она говорит, что в ее сердце Сосногорск останется навсегда. Только благодарность Сергею Васильевичу за то, что только при нем образовательные организации стали капитально ремонтироваться. И мы создаем не только хорошие, красивые условия, но еще и безопасные условия. Наталье Михайловне, благодаря ей вся социальная сфера, во-первых, является единой командой. Мы все вместе проводим мероприятия, мы реализуем какие-то новые проекты. Поэтому Наталья Михайловна – это, можно сказать, двигатель социальной сферы. При этом она еще и мудрый и знающий человек, компетентный. Ее слову можно доверять, ее уважаешь и любишь. И я, конечно, очень благодарна всем руководителям образовательных организаций, потому что без них начальник ничего не сделает. А вот именно их поддержка, их понимание, их преданность делу, детям, конечно, это дорогого стоит. За эти годы мы много чего сделали, много что достигли, но я думаю, что наша сфера будет продолжать развиваться, на этом не остановится. И сегодня я бы еще хотела сказать слова благодарности родителям, нашему районному совету родителей, Полонниковой Ксении Александровне, Мелехиной Екатерине Александровне. Именно они стали, наверное, оплотом всех родителей для того, чтобы мы решали те насущные проблемы, которые волнуют родителей наших. Благодаря им у нас какое-то возникло взаимопонимание между управлением, образовательными организациями и родителями. Поэтому всем спасибо. Я считаю, что наши дети, наши педагоги, наши школы, детские сады самые лучшие. Совещание продолжилось обсуждением вопросов подготовки учреждений к новому учебному году. До руководителей образовательных организаций было доведено решение санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального района Сосногорск о подготовке образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году. Также было уделено внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Центр коми и национальных культур в этом году отметит новоселье. Работы в помещении по адресу 6 микрорайон, дом 8А уже ведутся. Деньги на ремонт выделены по проекту «Народный бюджет». За эти работы жители проголосовали еще в прошлом году. По словам начальника управления капитального строительства администрации Сосногорского района, ремонт включает в себя замену окон, наклейку обоев, замену напольного покрытия, монтаж светильников. Подрядчик обязательства выполняет. В этом убедились общественники, посетив объект. У нас договор 2 месяца. В связи с тем, что, вот смотрите, почти 20 дней от оплаты выполняются окна предоплаты. Вот. И из-за этого тянется все, конечно. Но мы до этого все обои подбирали. Это 2 недели такого труда, что вы понимаете, что такое обои снять, да? Вот. И начали как бы готовиться уже к отделке, плюс перегородки, плюс готовимся, ремонт полов делаем, уже завезли материалы. Сейчас об удобстве говорить рано, но уже видно, что кабинеты просторные и светлые. По словам Сергея Канева, предусмотрена и звукоизоляция. Ведь здесь будут находиться и коллективы национальных автономий. Галина Коноваленко – медицинская сестра. Однако новые помещения она осматривала с интересом. Ведь развитие и сохранение культуры не менее важно, чем развитие здравоохранения. Меня очень радует, что в нашем городе появилось такое здание, что именно оно отремонтируется, что будет большое, светлое и просторное, что будет очень много, что все национальные конфессии именно разместятся в этом здании. Техническими моментами заинтересовался депутат районного совета Константин Субботин. Программа «Народный бюджет» включает в себя не только заявку проекта, но и контроль работ. Увиденным народный избранник остался доволен. Я вижу, что здесь ремонт идет полным ходом. И я очень рад, что у нас начинаются ремонтные работы для национальностей. Будут просторные, хорошие кабинеты. Я думаю, все будут довольны.
Завершение работ запланировано на конец июля. Уже этим летом представители национальных автономий смогут собраться под одной крышей, и места хватит всем. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.